Дальше. Третий столб. Кто хочет спать? Сунна, действие полезное, помогает поменять место. Хорошо? Если человек поменяет место, то по сунне действительно это средство советуется, это приносит пользу. Сон проходит. Так, третье, это что? Вера в Писание. В чем заключается аль-иман биль-кутуб? Внимательно. Мы верим, что Писания являются словом Аллаха Субхану ва Тааля на самом деле. То есть в буквальном смысле слова. Аллах Субхану ва Тааля произнес сам эти Писания. Он произнес, в буквальном смысле слова Субхану ва Тааля произнес их. Первое. Слово Аллаха в буквальном смысле слова, произнесенное Аллахом Субхану ва Тааля. Далее. Мы верим, что Писания не спосланы Аллахом Субхану ва Тааля. Не спосланы, а не сотворены. Внимательно. Не спосланы и не сотворены. Это очень важно. Вы знаете, что му'тазилиты во времена имама Ахмада начали распространять эти убеждения о том, что и до них джахмиты, что Коран он сотворен, что он творение. И как боролись с этим уляма, имам Ахмад, и сколько пришлось выстрадать имаму Ахмаду и другим ученым, защищая правильную акиду, что Коран он не сотворен, что это слово Аллах Субхану Тааля не сотворенное. Говорить, что Коран сотворен, это куфр, это неверие. Хорошо? Но уляма, они говорят, что му'тазилиты кафиры. Почему? Потому что у них есть препятствующие обстоятельства к такфиру. То есть они так изучили, так доводы, так поняли, ошибочно поняли, да, но это препятствие к такфиру. А вообще само слово, что Коран сотворен, и такое убеждение является чем? Является куфром, является неверием большим. Итак, Писания не спосланы, Писания не сотворены. И Аллах Субхану ва Тааля, отправляя каждого из посланников к людям, Он не спосылал с ними Писания. Это убеждение шейха Усамина, рахимахуллаху та'аля, что каждый посланник, ему было дано Писание, каждый из посланников, из русуль. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, сура Аль-Хадид: «Лакад арсальна русулана биль-баййинат, ва анзальна ма'ахум аль-китаб». Поистине мы отправили посланников с ясными знамениями и не спаслали с ними Писания. Шейх Усамин говорит, отправили посланников, не спаслали с ними Писание, то есть посланнику каждому дано было Писание. Мы верим внимательно во все Писания в общем. Мы верим во все книги, которые не спасал Аллах Субхану ва Тааля. И в частности верим в то, что поведал нам Аллах Субхану ва Тааля относительно каких-то конкретных Писаний. Верим в те, которые названы из этих Писаний. Названные Писания в Коране, в Сунне. Какие Писания? Это Сухуф Ибрахим, свитки Ибрахима. Сухуф Муса, свитки Мусы. Это Таурат, Тора. Это Забур. Это Инджиль, Евангелие. Это Коран. Так мы верим в имена тех Писаний, которые названы Аллахом Субхану ва Тааля, названы пророком алейхиссалату вассалям. Мы верим в те сообщения, которые были ниспосланы в этих Писаниях. Внимательно. В те сообщения, которые были ниспосланы в этих Писаниях. Это значит, что мы верим в те сообщения, которые есть в Коране, во все сообщения Корана. Что касается предшествующих Писаний, то мы верим в все сообщения, которые были в этих Писаниях. Но сегодня этих Писаний в неискаженном виде нет. Что-то в этих Писаниях, которые называют иудеи Торой, христиане называют Евангелие, что-то в них осталось от откровения, которое было ниспослано посланникам. Из тех настоящих Писаний что-то осталось, но многое искажено и многое добавлено, а что-то, наоборот, убавлено. Поэтому в те сообщения, которые там есть в их Писаниях, мы как относимся к ним? Мы смотрим. То, что соответствует Корану и Сунне, это мы признаем, в это верим. В сегодняшних, которые у них есть. То, что соответствует Корану и Сунне, мы признаем, верим. То, что противоречит Корану и Сунне, это мы сразу что отвергаем. Говорим, что не может быть этого. Это неправда. Это не из Писания Аллаха. Не из Торы, не из Евангелия. То, что не противоречит Корану, но и не подтверждается Кораном и Сунной. И не противоречит, и не подтверждается. Здесь наша позиция какая? И
не подтверждать, и не опровергать. Все. И не подтверждаешь, и не опровергаешь. Говоришь Аллаху алям. Понятно? Что же касается самих писаний, неспосланных пророком, да, чистых писаний до их искажения, то, конечно же, мы верим во все их сообщения. Итак, верим в имена всех этих писаний, которые сообщаются нам. Верим в их сообщения и верим в те хукмы. Хукмы, то есть установления Аллаха, субхану ва тааля, шариаты Аллаха, которые были в этих писаниях. В Коране и Сунне сообщается о некоторых хукмах, некоторых установлениях вот этих вот шариатов, шариата Мусы, шариата Исы, хукмах тех. Есть установления, в которых Аллах говорит, что вот в Торе было вот так. Есть в Коране сообщение об этом? Есть. В Сунне есть. Рассказ об Юсуфе, алейхиссалам, например, когда родители, братья сделали суджуд ему, приветственный суджуд. Не как поклонение, а суджуд приветствия. Есть указания? Есть. Это их шариат. В их шариате, значит, дозволялось, что в качестве приветствия делать суджуд. В нашем шариате, шариате Мухаммада, саллаллаху, это строго запрещается. Запрещается вообще наклоняться при приветствии. Распространено у многих. Конечно, люди хотят тем самым выразить уважение, но это неправильно, это запрещено. Инхина инда салам, инда таслим. Инхина, то есть наклоняться при саламе. Наклоняются люди, некоторые еще при этом руку к сердцу представляют. Наклоняться запрещено. Что запрещено в нашем шариате при приветствии кому-либо? Итак, хукмы, которые были в предшествующих писаниях, мы во все эти хукмы верим. Верим. Но следуем ли мы этим хукмам? Только в том случае, если они не упразднены шариатом Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, не противоречат шариату Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Вот мы сказали, в шариате Юсуфа, алейхиссалям, можно было что? Якуба, Юсуфа, можно было что? Суджуд делать, наклоняться при приветствии. Можем ли мы сегодня сказать, да, вот доказательства есть, пожалуйста, родители и братья поклонились Юсуфу, значит, можно? Нет. Мы не можем следовать этому хукму, потому что он противоречит хукму нашего шариата. Так, верим в эти хукмы, следуем за ними лишь в том случае, если они не противоречат установлениям шариата Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, не являются упраздненным этим шариатом. Дальше, мы верим, что Коран, последнее писание от Аллаха субхану ва тааля, что он, Коран, упразднил собой все предшествующие писания. Поэтому Аллах субхану ва тааля говорит: «Мусаддикан лима бейна ядейхи». Он подтверждает то, что перед ним из писаний. Миналь китаб, из писания. «Ва мухайминан алей». И он является мухаймин. Коран мухаймин. Мы не спасали тебе писания с истиной в подтверждение прежних писаний и для приведения их в соответствие с ним. То есть мухаймин. Коран мухаймин. Контролер. То, что соответствует Корану сегодня, да, это правильно, за этим следуем. Нет, все, это упразднено, значит. За этим уже следовать нельзя. Если кто-то сегодня находится и говорит: я буду по Торе поклоняться Аллаху субхану ва тааля, мы говорим: нет, упразднено уже, потому что Коран мухаймин, он эталон. То, что ему соответствует его установлениям, да. То, что нет, все, упразднено. Понятно? «Ва мухайминан алей» – это доказательство. «Ва мухайминан алей» Аллах назвал мухаймин.